Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вашего мужчину. А тема будет такой: его планы на вас. Что исполнит, а что мимо пропустит. Если тема интересна, загадайте, пожалуйста, на мужчину и давайте посмотрим. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, какой интересный мужчина, фантазер, выдумщик и немножечко нестабильная личность. Так, мои хорошие, планы вашего мужчины. Планов тут целый воз и маленькая тележка. Много планов. Он у вас такой парнишка с фантазией. Любит широкие жесты, либо стремится к тому, чтобы его жесты были широкими. Смотрите, по характеру немножечко нервный. Характер чем-то похож на женский. Вы знаете, есть женщины-истерички. Вот, мужчина в таких энергиях сейчас находится. Либо, в принципе, он по жизни такой немножечко вот истеричный мужчина. Очень болезненно воспринимает неприятности, очень болезненно воспринимает поражение. И обидеться для него расплюнуть. Причем обидеться повода и не надо. Да? Не так посмотрела, не в той тональности с ним поздоровалась. Все. У него паника внутренняя, что произошло, а почему она мне так сказала, а почему она на меня так посмотрела. И вот он начинает проводить свои вот тут расследования, копания, ковыряния, долго не может успокоиться. Мнительный персонаж вышел, очень мнительный. Но у кого это состояние здесь и сейчас, это пройдет. А для тех, у кого мужчина такой по жизни, ну, девчонки, тут не просто вам с ним будет, очень непросто. Смотрите, какой у него план. Ну, это даже не план, это мечта. Смотрите, вот он сидит и вам такую огромную звезду с неба, да, притащил и дарит. Ну, мечтает о том, чтобы подарить вам звезду, а может быть, это и не звезда, а какой-нибудь очень дорогой подарок. Да, там прям драгоценность какая-нибудь, либо исполнение вашей заветной мечты. Вот вы говорите ему, да, вот хорошо бы было иметь свое жилье. А он сидит и мечтает: вот у меня денег много было, я бы ей купил самую шикарную там квартиру, либо там дом, там коттедж, да, вот я бы ей преподнес к ее ногам, вот, чтобы она порадовалась. Мечтами мужчина живет, одним словом. Так, планов здесь много, все планы очень красивые, очень романтичные, очень такие, знаете, поэтичные, но реализация очень сильно хромает. Хромает по двум причинам. Первая причина — это отсутствие средств, да, недостаточное количество средств на его счету, да, либо в его кармане. И вторая причина — это, вот как я сказала, его нервные потрясения, его это нервное состояние. Когда он может все спланировать, распланировать, а тут раз что-то его смутило, что-то он там разобиделся, все настроение ниже плинтуса упало, и вот он уже ничего не хочет и ничего не делает. Так, к вам он, конечно, шикарно относится. Здесь вот высшая степень влюбленности. Очень предан мужчина. Очень... Но он вас чувствует, девочки. У него такая сильно развитая эмпатия к вам. Вот прям на расстоянии чувствует. Кстати, может даже ощущать, когда у вас те самые дни. Да, может чувствовать, да, за несколько дней может чувствовать. Вот кого-то, я вижу, мужчина этим удивлял фокусом, когда чувствовал, что вы, ну, в ПМСе находитесь. Так, кстати, у кого-то из девчонок отыграется, что мужчина обладает какими-то способностями, очень похожими на экстрасенсорные. Да, тут у него заостренное чутье вышло. Ему бы учиться, ему бы развиваться, хорошим бы стал экстрасенсом, провидцем, либо лекарем.
Такие вот склонности у него есть. Девчонки, он вас когда вот за руку берет, либо просто гладит, мурашки идут. Вот если идут, то явно мужчина у вас непростой. Энергетика очень такая прям волшебная у него вышла. Так. Он, кстати, с кем-то советуется, но советуется не с тем человеком, либо советы ему какие-то дурные дает. Это либо друг, либо, может быть, даже и мама его, да, может, и с мамой советуется. У него очень хорошие идеи, очень хорошие мысли, но когда он этими мыслями делится, его всегда отговаривают и говорят: «Да что, не надо, зачем?» Да, там, если мама говорит: «Да что, столько денег тратить?» Там, либо как она не оценит, не поймет. Если друг, то наоборот какие-то гадости советуют. Да, вообще советуют, что там женщину нужно в строгости держать, там, не баловать ее, а то там на шею сядет. Глупость, гадость, одним словом. Не нравится мне этот его друг, либо кто, мама. Хорошего не посоветуют, а голову всяким срачом забивают, это 100%. Девчонки, мужчина щедрый. Щедрый. Вот для вас ничего не жалко. Проблема, как я сказала, да, это с деньгами. С деньгами сейчас проблема. Денег нет. Хочется все и сразу, весь мир кинуть к вашим ногам, да, вот эту звезду огромную с неба достать, но ресурса не хватает. Мужчина себя крайне неудобно чувствует, когда не получается вас удивить, когда хочется, да, вот хочется подарить вам букет, 100 роз, а у него еле-еле там на одну хватает. И здесь вот такая крайность у него возникает. Он, знаете как, вместо того, чтобы купить эту одну розу, он думает: «О нет, лучше я тогда к ней не пойду», да, либо отменю свидание, вроде как денег нет, что я буду позориться. Вот это неприятно. Я вижу, что вы иногда страдаете из-за этого. Я вижу, что вы не понимаете, чем вызваны, либо продиктованы его какие-то поступки, либо его действия. Здесь вопрос однозначный. Они продиктованы тем, что у мужчины не хватает денег, не хватает ресурса. А поскольку он привык жить на широкую ногу, да, либо он расположен к этим широким жестам, но вот так выходит, да, что ему легче спрятаться, отмолчаться, чем, например, что-то маленькое вам подарить, либо вместо ресторана повезти вас в кафе. Да, вот такое происходит. Вы с ним поговорите. И знаете как, не говорите, что вам не надо. Наоборот, скажите: я понимаю, что у тебя сейчас нет, но я в тебя верю, я знаю, что ты сможешь. Вот когда у тебя будет, тогда уже, конечно, ты будешь это делать. Вот, не лишай меня возможности, и меня, и тебя не лишай возможности общаться, встречаться, ведь мы друг другу нужны. Да, мы друг друга любим, и друг другу нас очень тянет. Так, мои хорошие, кто с мужчиной еще не дошел до именно встречаний, а просто симпатию испытывает. Есть такие девочки, кто загадал на симпатию. Смотрите, у него в планах к какому-то случаю, к какому-то празднику. Вот он ждет какой-то даты. Да? Есть какая-то дата, праздник. Праздник, не знаю, общий праздник, да, либо, может быть, день рождения у вас будет, либо у него будет день рождения, может быть, вы работаете вместе, да, и какой-то корпоратив у вас там на работе будет, какое-то мероприятие. Вот дата, у него в голове какая-то дата. К этой дате он готовит какой-то план, да, план подойти к вам, план вам что-то предложить, план поближе с вами пообщаться, да, просто вот рядом посидеть, поговорить, заглянуть в ваши глаза. Ему очень важно убедиться, что его чувства, его симпатия взаимны, и что вы ему не откажете. Дата вот в ближайшее какое-то время должна произойти, либо это событие, мероприятие в ближайшее время должно произойти. Ждите, вот он прям к вам, идет к вам, и я вижу, что будет разговор между вами, разговор, который все расставит по своим местам. Этот разговор идет судьбоносный, то есть либо вы с ним договоритесь и будете общаться, встречаться, либо, как говорится, разойдетесь как море корабли. Такой вариант тоже не исключаю. Может быть, вы сейчас к нему симпатию испытываете, да, а начнете с ним разговаривать, а у него там изо рта пахнет, да, либо вы там ближе его рассмотрите, поймете, что не мой вариант. Да, такое ведь тоже может быть. Так, для тех, кто с мужчиной на расстоянии, как проживаете в разных местах, в разных городах, либо мужчина куда-то выехал, отъехал, уехал,
Смотрите, мужчина вам что-то тащит, везет. Здесь уже купил. Купил, приготовил, немножко волнуется, понравится, не понравится, ваш ли это фасон, да, ваш ли это вариант. Девочки, будет встреча однозначно. Я так думаю, что он даже билеты уже купил. Вот. И он вам что-то будет вручать, дарить очень торжественно, празднично. И это что-то непростое, либо очень дорогое, либо для вас очень важное. Да? Может быть, вы эту вещь хотели, да? Либо вы мечтали об этой вещи. Вот. Что-то он будет вам давать, дарить. Но лично, девочки, лично. Это не посылки, это не какие-то курьеры. Он именно лично хочет. Не зря даже показали, что, скорее всего, и билет купил. Так, девчонки, кто в паре в браке, кто уже вместе в паре в браке. Здесь у мужчины какие-то грандиозные планы по поводу того, что он хотел бы поменять свою жизнь. Опять же, да, вот этот момент финансовой скудности, он его просто убивает. У мужчины хороший потенциал, он не дурачок, у него руки из правильного места, и голова у него хорошо соображает. Но условия в данный период времени, вот там, где он находится, где он проживает, какие-то просто критические. Вот он как связан по рукам и ногам, еще он чего-то боится очень сильно, за что-то, вернее, опасается, да, либо боится, либо опасается. И вот у него прям грандиозная такая мысль, идея куда-то уехать, переехать, причем куда-то подальше. У него на уме, на примете два места, ну вот куда бы он хотел попасть. Но есть проблема, он не хочет уезжать один. Ему не нужна жизнь без вас. Возможно, между вами был уже разговор, когда вы ему сказали, что нет, вот это моя земля, моя родина, мой город, там, мой район, я никуда отсюда не уеду. Вот, и это отложилось у него в памяти. Он понимает, что время идет и нужно действовать, что нужно с вами поговорить, но он очень боится этого разговора. Да, переезд. Он планирует переезд, но без вас точно не поедет. Девчонки, хочу вас сразу предупредить. Если мужчина подойдет к вам с этим разговором, я не могу вам тут ничего советовать и рекомендовать, я лишь просто хочу вас предупредить. Если вы не намерены действительно никуда ехать, и мужчина вам не настолько прям уж любим, как казалось, то сразу лучше ему откажите, пусть он уезжает без вас. И если он останется, его ждут большие неприятности, очень большие неприятности, какой-то достаточно продолжительный период времени, каких-то ограничений, аскезы, лишений и бедствий. Вот так вот идет. Ему очень важно уехать. Либо пусть он едет один, да? Либо если вы любите, не хотите с ним разлучаться, то едьте вместе с ним. Вот. Очень важно как можно быстрее уехать. Вот. Уехать, да, с того места, где вы сейчас находитесь. Это для его будущего, для его жизни, для того, чтобы не получить какие-то серьезные удары судьбы, лишения и прочие нехорошие неприятности. Если он попадет в эту зону неприятностей, девчонки, он пить начнет, и причем пить по-черному, сопьется, он не сможет чисто психоэмоционально, он не выдержит этих испытаний, они его подкосят. Это я вас предупреждаю. Поэтому принимайте решение, делайте свой выбор, и поверьте, вот именно от вашего решения зависит жизнь этого человека. Он не хочет ехать без вас. Если вы начнете говорить: ой, дай мне время, подожди, я там разберусь со своими делами, девчонки, он может пострадать. Это я вам четко говорю. Здесь песок очень четко показал, у мужчины большие проблемы, если он останется и не уедет. Так, это для тех, у кого мужчина действительно хочет уехать. Понятно, что отсыпка общая, у каждого свой мужчина, и у каждого мужчины свои там в голове планы и идеи. Так, и еще момент. Момент какой-то приятности у вас идет на ближайшее время. Этот мужчина, он что-то сделает очень приятное. Не знаю, может, песню вам споет, там, стих прочитает, может быть, посвятит вам стих, сам напишет. Может быть, портрет ваш, да, напишет. Что-то он вам сделает своими руками. Какой-то подарок идет своими руками. Но здесь очень важный разговор идет. Вот для всех отыграется, что идет очень важный разговор. Мужчина в чем-то признается, сознается, либо о чем-то вас попросит.
понимаете, прям попросит. Он не планирует этого разговора. Либо он планирует один разговор, а все получится немножко по-другому. Но этот разговор, он, знаете, какой идет, со слезами на глазах. Вот и он, и вы прочувствуетесь в процессе этого разговора. Я так понимаю, что и он вам признается, и вы ему, возможно, в чем-то признаетесь. А вы после этого разговора намного лучше друг друга будете понимать, и вот какие-то вещи прям прозрачными станут. Вот уйдут какие-то недомовки, уйдут какие-то тени, да? Вот лишнее уйдет после этого разговора. Так, и еще, девочки, мужчина, которого вы загадали, у него в ближайшие 3 года, именно у мужчины, звезда над головой горит. То есть это момент славы, популярности, достижений, да, исполнения каких-то его желаний, пожеланий, хотелок. Да, у многих отыграется, что мужчина прям звезду поймает, то есть, ну, заработает много денег, да, получит какую-то должность, полномочия, там, бизнес, может быть, свой организует. У этого мужчины очень серьезный потенциал, но этому мужчине нужна трезвая голова, либо вот женщина с трезвой головой, кто будет ему опорой и поддержкой. Да, он нервный, да, он противный, да, он иногда взбалмошный, но сам по себе он человек очень-очень хороший. Хороший, да, да. Вот вы, кстати, на него очень положительно влияете. Вы его сдерживаете, вы его отрезвляете, и вы, ну, вы как своим примером вдохновляете. Да, он очень много от вас, кстати, берет, очень много. Если вы останетесь с ним вместе, с возрастом вы станете просто идеальной парой. Знаете, вот есть такие люди, которые без слов друг друга понимают. Либо один начинает говорить, а другой подхватывает и продолжает линию разговора. Вот это похоже очень на вас, на вашу историю. Вы очень похожи, вот как даже души у вас родственные идут. Но по характеру вы разные, по характеру. Кстати, у кого-то отыграется, что вы внешне очень похожи. Внешне, вот по масти похожи. Либо у вас даже как день рождения, там похожие даты, либо в один месяц. Что-то вот прям родное есть. Сроднились вы. Как пара вы очень неплохая пара. Конечно, не идеальная, идеала в принципе в мире не существует, но тем не менее потенциал очень хороший у вашей пары. Если у вас сейчас непростые времена, но это лишь только потому, что вот финансы, да, финансы подкачивают. Мужчина не может вас тут и задарить, и удивить, и весь мир бросить к вашим ногам. И для него это неприятно. Неприятно, больно, и он, как бы, знаете, депрессует немножко. Но все наладится, все обязательно наладится. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.